Кстати, мы сюда приехали на машине, здесь очень хорошие дороги. Вот. А вон еще старый, видите? Вот, если сюда вот приглядеться. Вовнутрь можно только заглянуть. Не только за границу вам показываю, но и родную страну. Решили без меня уехать. Ассаляму алейкум, друзья, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях. И я решил сделать небольшую паузу в своих блогах и о своих путешествиях по Европе, заполнить эту паузу путешествиями по России, а именно мы отправляемся с вами на Кавказ, в горную Ингушетию. Как я съездил в Ингушетию, что я там увидел, обязательно подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ну а также, конечно же, ставь лайки, делай репосты, советуй друзьям, каждому из вас буду рад и благодарен за ваше внимание. Поехали! Здесь вот бежит река Аса, в которой плавает форель. И ее, правда, запрещают вылавливать. Красиво. Ледники тают. Ледники тают. Ледники тают. Ледники тают, просто поэтому вода еще немножко мутноватая. После нашего путешествия по Европе до конца отпуска у нас оставалось еще 7 дней, и мы с друзьями решили не лететь обратно домой в Краснодар, а провести эти 7 дней еще где-нибудь. У меня есть друг ингуш, и он нас любезно пригласил в Ингушетию. Он захотел увидеть свою маму, своих родственников, и мы любезно не отказались. Почему бы и нет? И из Парижа полетели в Москву, в Москве сели на самолет компании Ютейр и полетели в Ингушетию. Кстати, вы также можете недорого полететь Победой. Как и летать Победой, переходите по ссылке, а то очень многие недовольствуют этой компанией. Посмотрите мое видео, и у вас никаких проблем с ними никогда не возникнет. Так вот, уставшие, помятые, обгоревшие на солнце в Европе, мы прилетели в Ингушетию, где нас очень хорошо встретили. Все мы знаем, что кавказский народ очень гостеприимный. Нас разместили, нас накормили очень вкусно. И на следующий день мы решили поехать в горы. И нам не повезло с погодой. Но ничего страшного, потому что в конце нашего визита мы вернулись в горы уже в солнечный день. Но, честно говоря, мне почему-то понравилось в горах больше в дождливый день. В общем, смотри. Тебе вообще нравится пейзаж? Да если мне не нравилось, я бы сюда не ехал. Просто там. Нет, можно заявить, подай. И вот почему местная власть во главе Евкурова не хочет сделать здесь курорт. Посмотрите, как это красиво. И доступным сделать это все. Не хотят это делать здесь. Кстати, мы сюда приехали на машине, здесь очень хорошие дороги. Вот. Инфраструктура, туалеты, пикники. На каждые 500 метров здесь есть туалеты. Не нужно на природу ходить и ее гадить, как говорится. Есть места для пикников. Вот это, видишь, камень? Из них крыши делали на башне. На границе, да. У нас никаких проблем не возникло добраться до города Ингушетии. У нас был автомобиль, но если у вас вдруг нет каких-то родственников и друзей, то вам либо нужно будет арендовать автомобиль в Назране, в Магасе, в столице, либо же организовать тур групповой, туда увозят на автобусах, и часто он из Осетии. В Ингушетии туры не делают, насколько мне известно. Но если это не так, то поправьте, напишите в комментариях. И для людей также будет полезно. Многие из вас сейчас задались вопросом, а безопасно ли там? Потому что по телевизору на федеральных каналах постоянно показывают, что там какие-то теракты, стычки, митинги и так далее. Вот я вам сразу хочу сказать, я себя чувствовал там совсем безопасно. Мне, моему здоровью ничего не грозило. И в принципе ничего не грозило. Я не знаю, не заметил чего-то такого. Там достаточно много людей в форме полицейских, да. Плюс очень усиленная охрана, когда вы въезжаете в горные районы, да. В целом вообще горные районы республики не избалованы туристами, поэтому вы не забывайте свой паспорт обычный, либо заграничный, потому что там при въезде в горы действует контроль, и если вы не предоставите какой-то документ из этих, вы просто не въедете.
А что же делать людям, которые приехали из Украины, из Беларуси или из другой какой-то страны, то вам нужно будет специальное разрешение от ФСБ. Считается, что Республика Ингушетия одна из самых безопасных на Северном Кавказе. Вы видите, туда просто не подъехать далеко и дороги нет. Вот там вдалеке башенный комплекс Таргим называется, в горах. Вот когда-то там, да, когда-то там жили ингуши. А вон еще старый, видите? Вот, если сюда вот приглядеться, тоже старый комплекс башенный. Греки строили. Греки? Архитектуру некоторым по 1000 лет, некоторым 800. А я говорю, что тут ингуши жили. Жили ингуши, строили по греческой технологии, потом ингуши строили. А это кому принадлежит? Тоже же пол? Это башенный комплекс Таргим. Таргим. Это, я не знаю, какой фамилия. Он, видишь, старый тоже. Там по 800 лет. Да, это У каждого рода свой был, где вот так жили. А там вон кто-то делает шашлык, видимо. Там Думаю. какие-то, просто вам что, греческие, да, там нашли. Типа греки их начали строить. Я нахожусь в Ингушетии, в горах. Не мотай мое видео, смотри, подписывайся на канал, ставь лайки. Когда вы соберетесь в горную Ингушетию, вы там сможете увидеть не только высочайшие горы, шумные реки, красивые горные пейзажи, а также окунетесь в историю, потому что на территории горной Ингушетии находятся их исторические башенные комплексы. О них я буду рассказывать вам в следующем видео, поэтому, чтобы не пропустить видео, обязательно жми правильно на колокольчик. Сделай это прямо сейчас. А в этом видео, в этом блоге я вам расскажу о не менее значимом сооружении, о историческом храме, древнем причем, который был построен в 8 веке. Он находится недалеко от границы с Грузией, в Джейракском районе Ингушетии, и называется он Кхаба-Ерды. И вы знаете, единого мнения среди ученых относительно его значения нет. То есть одни считают, что с ингушского это переводится «наша вера», другие считают, что это храм веры, третьи считают, что это храм святого Фомы, либо наша святыня. Ну, то есть единого мнения нет. Ну, вы знаете, единственное, что радует, что все-таки до наших времен его сохранили. Вот этому храму более 1000 лет и... Ну, кладка. Крышу, конечно же, сделали, чтобы сохранить. Вовнутрь можно только заглянуть. Шифер новый, да, а внутри... Один из древнейших храмов христиан. В общем, мне... Во, увеличу. Вот, видишь, крест лежит. Да, вижу, крест лежит. Всё, это настоящее, ничего не делали. То есть с тех времен так все осталось, да? Во, вот так снимать лучше. Вот видите, лежит крест. Все с тех времен осталось. Это самый древнейший храм. Ну, один из самых. На западном фасаде храма можно увидеть композицию с двумя персонажами. Слева Христос, а справа человек с крестом и мечом. Очевидно, что это был некий местный князь, заказчик самого храма. Но самое интересное, что вопреки принятой субординации, изображение Христа почему-то находится ниже изображения князя. И из-за этого, по мнению ученых, что была перекладка этого храма, так как Христос должен был выше людей. Ну, по логике это так. К сожалению, видите, закрыто. На воротах ингушский знак. Это нужно будет потом узнать, почитать историю этого храма. Ну, вот как-то так. Здесь у нас выход. Ну да. Он течет, вода разваливает. Камень один А, развалился, он его запихнул сбоку.
Достать не надо. Достать древнейших христианских, ладно, территории России. Вот, самый древний. Вода его и испортит. Вот, видишь, размывает. Размывает, да? А, ну вот. Вода. Красивый фасад, вон размывает, ну да. Надо его накрыть вообще, большой навес сделать и все. Не падает. Мне надо положить черепицу. Черепицу положили, все, ну да. Вон поломан. 1000 лет простоял, это нашего не стоит. За границей такие места хранят. Видишь, вон там, ну там что-то было внизу тоже. Что там было? Ну что-то было, А, видишь? там внизу. Храм у нас. Сейчас туда капает, потому что красиво. Здесь камни. И, видимо, это тоже старая кладка, и когда-то здесь было ограждение. Ну вот, то, что осталось. Конечно, красивое место здесь, очень красиво. Подписывайся на мой канал обязательно, потому что будет еще много-много чего интересного. Не только за границу вам показываю, но и родную страну. Я хоть и не патриот своей страны, но я по ней езжу, я смотрю по возможности, по мере возможности. Надеюсь, что когда-нибудь наша власть проснется и сделает все это доступно, сделает нормальную для людей инфраструктуру, и мои соотечественники смогут все это увидеть, не только я, но и все вы. Решили без меня уехать и оставить меня здесь. Напугать, что ли, меня хотят? Пешком пойду, если здесь останусь. На этом мои горные приключения не заканчиваются по Ингушетии, поэтому обязательно подпишись на мой канал, ставь мне лайки, пиши комментарии. Не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. До встречи. И мало того, всегда задаюсь вопросом, вот как вот на эту башню можно было залезть вообще. Мы туда не могли вовнутрь попасть, мы так и не поняли, как туда пробраться. Вот, может быть, как-то вход закрыли и так далее. И как вообще на них нападали, туда ведь скарабкиваться, чуть сам не упал, было очень сложно.